Ассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатуху. Я, Лирия Кусайманова, и рада представить вам первый выпуск видеожурнала «Ярдам». Слава Всевышнему, благотворительность и меценатство мусульман на земле Татарстана имеют давние традиции. И Национальный исламский благотворительный фонд «Ярдам» в этом году отмечает свое десятилетие. И эти традиции активно возрождает и развивает. Альхамдулиллях, мир не без добрых людей. И наш журнал как раз пойдет о таких людях. Кто-то может журнал увидеть, но я знаю многих, кто будет только слушать. О жизни фонда и некоторых его последних событиях расскажет Ринат Асхадулин. Стоимостью 200 рублей. Всего 100 пакетов было роздано. В мечети Сулейман в казанском поселке Левченко, где были открыты первые курсы для незрячих мусульман, в 2006 году прошла первая благотворительная акция. Она и стала отправной точкой в появлении фонда «Ярдам», десятилетняя деятельность которого сегодня служит примером и олицетворением сути ислама. Именно здесь воплощаются подлинные идеалы ислама, идеалы общечеловеческой доброты, всего того, к чему призывали все пророки, все посланники. И то дело, которое здесь творится, это и есть сама суть ислама, того, чего мы учим, постигаем в Священном Коране, сунне благословенного пророка, саллаллаху алейхи вассалям. Как было правильно замечено, есть люди, которые не видят глазами, но они отлично видят сердцем. И вот тем людям, которые очень хорошо видят сердцем, я бы хотел вручить благодарственные письма от исполнительного комитета города Казани, от администрации Кировского Московского района со словами благодарности. Это лишь некоторые слова признательности и благодарности сотрудникам фонда, что еще не раз будут звучать в череде мероприятий, посвященных юбилею. Мечеть – это настоящий памятник доброте. И очень важно, что первые лица республики, и президент Миниханов, и мэр города Мершин, они здесь бывают, они часто бывают и оказывают помощь этому благотворительному фонду. Это очень важно. В апреле в центре «Ярдам» прошли очередные курсы реабилитации незрячих и слабовидящих, которые приехали с разных регионов России и стран СНГ. Желаю вам крепкого здоровья, счастья, благополучия. Пусть всегда у вас будет в доме нур и в сердце тоже нур. Благодаря материальной поддержке как первых лиц республики, города, так и простых прихожан мечети, фондом «Ярдам» реализуется целый ряд социальных проектов. Самый известный – реабилитация незрячих и слабовидящих. Здесь их называют шакирдами, потому что помимо внимания к их здоровью и различных знаний, необходимых в быту, они получают азы чтения Корана на арабском языке. Кто-то оставшимся зрением, кто-то вслепую. Бисмиллахир-рахманир-рахим. Куль хуваллаху ахад. Аллаху самад. Лам ялид. Валам юлад. Валам якуллаху куфуван ахад. Вот такая короткая сура, которую на данный момент я свободно читаю. Вот. Еще месяц не прошло, как я начал изучать. Вот мне учитель тоже говорит, это говорит, тоже большой успех. Альхамдулиллях. Благодаря помощи многих, и не только казанцев, в центре «Ярдам» воплощаются мечты сотен людей. В мае прошли курсы реабилитации для людей с ограниченными возможностями и людей с диагнозом ДЦП. В апреле прошли курсы для незрячих и слабовидящих. Очередные курсы подошли к концу, и руководитель реабилитационного центра Малика Ханум Гильмуддинова подвела их итоги. Стоявшая у истоков появления фонда «Ярдам», Малика Ханум отметила работу всех сотрудников центра и вручила грамоты преподавателям. Многие из них когда-то были слушателями таких же курсов и учились у нее. Сегодня ученики успешно обучают других. Марсель пришел вот таким маленьким мальчиком к нам. Когда мы первые лагеря проводили в мечеть Сулейман, в поселке еще в Левченко, когда мы жили. Есть среди учителей и новые кадры, которые органично влились в жизнь центра и, альхамдулиллях, взяли на себя ответственность и заботы об учащихся. Вы сказали, что вуалью покрываются глаза, и лишь видно, как печалью наполняется душа. Воле и оптимизму слушателей могут позавидовать многие люди, отметил президент фонда «Ярдам» Ильгам Исмагилов. Несмотря на проблемы со здоровьем, люди едут в Казань, и фонд рад помочь всем, кто стремится к знаниям на пути к Всевышнему. Альхамдулилля, когда человек получает знания на пути Аллаха,
Аллах облегчает, и ангелы помогают в этом. Аллах услышал ваши дуа, и как следствие появился вот этот прекрасный центр Ярдам по адресу Серова 4А. И самое главное, ваша семья, наша семья, она расширилась. Те, кто приехал в центр Ярдам за знаниями и активно участвовал в жизни сообщества, также были отмечены грамотами. За месяц пребывания в центре слушатели курсов становятся большой семьей, в которую многие стремятся еще не раз вернуться. Ведь за один месяц далеко не всем удается осилить и прочесть все священное писание. Но для этого и учат здесь самостоятельности, и традиционно дарят всем слушателям курсов Коран. Для слабовидящих это издание с крупным шрифтом, для незрячих это целых 6 томов, напечатанных шрифтом Брайля. Спасибо вам за все. Спасибо большое. В апреле в центре Ярдам прошли очередные бесплатные курсы реабилитации для незрячих и слабовидящих. Чтобы их пройти, в Казань приезжают люди не только из Татарстана, но и с разных регионов России и стран СНГ. И в нашей постоянной рубрике «Мнение гостей» вы можете узнать о тех людях, чье стремление к знаниям и желание быть полезными заслуживают уважения и внимания. Не знаю, наверное, Аллах меня услышал. Жительница Краснодара Гульсара Галимова самостоятельно изучила шрифт Брайля и мечтала прочесть Священное Писание. Ее мечта сбылась в центре Ярдам. Есть такая самая молитва, там написано, это не молитва, это салават. Там написано, кто это до утреннего намаза 100 раз прочитает, он не умрет, пока не увидит джаннат, рай на этом свете, Я его читаю, каждый день читаю до утреннего намаза. И я попала действительно в рай. Мы ходим в театры, музеи, на экскурсии водят. Мы здесь как будто заново приобрели зрение. Потому что мы читаем, пишем, ходим. Это действительно, это Ярдам мечеть, это рай для слепых. По домоводству учат, как сказать, шить, пуговицы пришивать, там, лепим. Вот. Но это помогает душам, слабозрячим, незрячим. Султан Кази Ахмедов из Дагестана, как и большинство, приехал учиться арабскому шрифту Брайля для чтения Корана. Иншаллах, намерение есть научиться читать Коран. Массажист Рамазан Салихов тоже из Дагестана. У него с детства остаточное зрение. Видит только силуэты и очертания предметов. Но это не мешает ему познавать мир и прикасаться к истине. Вот я считаю, вот на земле человек должен не зря провести время. Человек должен делать добро. Вы что-то другое можете. Я вот пусть будет по массажу, по человечности. Каждый должен какую-то пользу. Без пользы, я думаю, человек не должен жить. Ну, кто, конечно, чуть-чуть получше видит, как я, может, остаточным зрением, я могу, шукур алхамдулилля, налить не только себе чай, но и соседу, и товарищу. Могу помочь. Я рад, что я могу людям помочь. Ведь среди незрячих зрячий царь получается, да? Он же все видит. И у него возможности большие. Так что я рад, что я могу помочь людям. И, иншаллах, научусь читать Коран по Брайлю. Вот. И в последующем, иншаллах, буду обучать незрячих у нас в Дагестане. Стоит отметить, за время обучения на курсе появилась пара новобрачных, которые здесь же провели церемонию никаха. В мечети Ярдам работает отдел бракосочетания. По всем канонам ислама здесь проводят обряды именно наречения и даже выезжают на дом. Никах – особое торжество. И для невесты здесь, в здании центра Ярдам, совмещенного с мечетью, есть место подготовиться к нему. Тем более, что есть кому помочь с платком, украшениями и макияжем, и даже с выбором платья. Есть выбор и у родителей молодых.
где разместить гостей мусульманской свадьбы, 2 зала для праздничного торжества, в которых сотрудники центра создают комфортную и семейную атмосферу. Учитываются и пожелания новобрачных по угощению гостей, они обговариваются заранее, тогда же, когда договариваются о дне и времени проведения торжества. Любая мечеть – это дом Аллаха, альхамдулиллях, и никах в мечети Ярдам не забываем. Божественное скрепление союза 2 сердец проводится в молельном зале по всем канонам шариата. Новая семья, проводя здесь обряд бракосочетания, вправе рассчитывать и на награду от Всевышнего. Ведь мечеть – это основа центра, главная цель которого – помощь тем, кто в ней нуждается. Спасибо большое всем. Здесь очень красиво, уютно, вкусно. Всем большое спасибо. Две последние субботы апреля на территории мечети Ярдам и за ее пределами состоялась коллективная уборка. Кроме сотрудников центра в ней приняли участие прихожане, юные шакирды, что при мечети, представители общества инвалидов Казанского поселка Юдино, волонтеры и проходящие реабилитацию в еще одном центре фонда Ярдам, в центре реабилитации алко- и наркозависимых. Чем жаловаться на мусор, лучше попробовать уменьшить его количество. Таким был негласный девиз участников субботников. Все они после уборки территории были вознаграждены вкусным обедом от знающего свое дело шеф-повара. Но лучшая награда, иншаллах, впереди. В мае прошел уже 2-й в этом году и вообще в истории центра Ярдам 2-недельный курс «Поддержим друг друга» для людей с диагнозом ДЦП, опорников и колясочников из разных регионов России. В рамках курсов для людей с ограниченными физическими возможностями различные мастер-классы, тренинги, круглые столы, организованы культурные и спортивные мероприятия. В Казанском ДК «Юность» состоялся творческий вечер Лилии Салахутдиновой. За 20 лет реализации своего поэтического дара ей написаны сотни стихов. Некоторые из них в репертуаре многих эстрадных исполнителей, которые высоко ценят творчество Лилии и которые откликнулись на участие в благотворительном концерте. Он в первую очередь для тех, кто проходит курс реабилитации. Именно Лилия выступила инициатором проведения подобных курсов в центре Ярдам. Ее активная жизненная позиция отмечена многими, в том числе и руководством фонда, который искренне поздравила Лилию Салахутдинову с творческим юбилеем и вручила орден фонда Ярдам за доброе сердце. В Казани уже в 7-й раз прошел Всероссийский форум татарских религиозных деятелей. В этом году он собрал рекордное число участников. В Казань съехались почти 1000 делегатов от мусульманских общин и духовных управлений из 68 субъектов России. Объединиться, решая вызовы времени, и определить приоритетные задачи – главная цель встречи. Это распространение истинных ценностей нашей религии и противодействие всем вот этим деструктивным течениям, которые пытаются проникнуть в нашу среду, пытаются забрать нашу молодежь. Сейчас наша основная задача – это как раз объединиться для продуктивной работы. Близ мечети Ярдам развернут большой шатер. Сейчас здесь одно из 4 мест столицы Татарстана, где развернуты пункты сбора помощи жителям Тюменской области. Казанцы откликнулись на беду, которая многих оставила без домов. Пострадавшим от наводнения тюменцам люди несут все, что может пригодиться и в чем они могут нуждаться. Игрушки, одежду, одеяло, продукты – все это от чистого сердца и с чистыми помыслами. Альхамдулиллях, вскоре наступит благословенный месяц Рамазан и будет дан старт марафону благотворительных ифтаров, которые традиционно пройдут в этом шатре. О них и о многом другом мы расскажем в следующих выпусках видеожурнала «Ярдам». Сейчас мы переходим к рубрике «Слово имама», а я прощаюсь с вами. Ассаламу алейкум ва рахматуллахи ва баракатух. Альхамдулиллахи раббил алямин, вассалату вассаламу аля ашрафил анбия والمرسلين نبينا وسيدنا محمد مصطفى صلى الله عليه وآله وأصحابه أجمعين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. В
преддверии месяца Рамадан, конечно же, все мы вспоминаем слова нашего пророка Мухаммада, саллаллаху алейхи вассалям. В одном из своих изречений пророк Мухаммад говорит: «Раджабун шахруллах, ва ша'бану шахри, ва рамадану шахру уммати». Месяц Раджаб является месяцем Всевышнего. Ша'бан является моим месяцем, а Рамадан является месяцем моей уммы. Хотелось бы, чтобы каждый из нас подготовился к священному месяцу Рамадан. Конечно же, все мы понимаем, что обязательство поста падает на плечи верующего человека. Всевышний Аллах Субханаху ва Та'аля говорит: «А'уду биллахи минаш шайтанир раджим, бисмиллахир рахманир рахим, шахру рамадан алладhi унзиля фихи аль-Кур'ан». Именно в этом благословенном месяце был ниспослан Коран для тех людей, которые уверовали, остерегаются скверного и, конечно же, уповают на милость Всевышнего Аллаха. Хочется, чтобы каждый из нас подготовился в эти определенные месяца к самому основному. Это месяц Рамадан. И пусть Всевышний даст возможность продержать, очиститься и, конечно же, получить довольствие Всевышнего Аллаха. Вассаляму алейкум ва рахматуллахи ва баракатух.